Сейчас я хотел бы предоставить слово руководителю нашего совета по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константину Анатольевичу Бабкину, который одновременно представляет, кстати, и федеральный центр, и регионы, поскольку возглавляет одно из крупнейших предприятий Россельмаш. Но не могу не напомнить, вот только что Алексей Сергеевич говорил о той большой работе, которую Минпромторг проводит, это действительно так, но и мы говорим об активизации нашей промышленной политики в последние 7-8 лет, и особенно по понятным причинам в последние 1,5 года, но не могу не напомнить, что именно на площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации еще в далеком 2004 году Евгений Максимович Примаков, в то время президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, как раз представлял концепцию промышленной политики вот, с учетом на именно региональное промышленное развитие еще за 10 лет до того, как появился у нас соответствующий закон и соответствующие институты развития. А с 2016 года этой работой активно занимается у нас в системе торгово-промышленных палат как раз вот Совет по промышленному развитию. Пожалуйста, Константин Анатольевич. Спасибо, Дмитрий Николаевич, уважаемые коллеги. Меня ласкает мой слух выступления руководителей страны, и сегодняшняя дискуссия, когда мы произносим слова технологический суверенитет, требования новой индустриализации, вообще промышленное развитие, развитие реального сектора. Это движение вперед по сравнению с теми временами, когда, помню, министр экономики Авен говорил, когда говорят промышленная политика при мне, я начинаю скучать, это вообще не нужно, это все из позапрошлого века, я против промышленной политики, министр экономики. Времена меняются и в хорошую сторону, и это как руководитель одного из предприятий, Россельмаш, чувствую, что такое комбайн? Это 20 тысяч наименований деталей. В тракторе 5 тысяч наименований деталей. И каждая деталь – это высокотехнологичная вещь. Чтобы произвести любой компонент, шланг высокого давления, или покрытие какое-то, или тоже стекло. Это надо много лет, много десятилетий целыми коллективами работать для того, чтобы добиться высоких свойств, экономической конкурентоспособности, наладить связи и добиться стабильного производства, стабильных коллективов. И 20 тысяч деталей в одном комбайне, а мы производим 150 наименований машин. Это сотни тысяч, может быть, миллионы деталей. И не может один коллектив производить эти все наименования одинаково на высоком уровне. Поэтому для даже крупных предприятий, таких как, например, Россельмаш и для других, нужна поросль предприятий, специализированных на разных видах продукции. И поэтому кооперация, которую мы обсуждаем, это жизненно необходимая вещь для движения вперед, для того самого технологического развития, технологического суверенитета. И я, конечно, рад был и горд тому, что принадлежу к торгово-промышленной палате, работаю в ее системе, и торгово-промышленная палата вносит свой вклад в это развитие, в решение этого вопроса, продвижение глубины кооперации. И как руководитель Совета по промышленному развитию, действительно скажу вам, что мы уже несколько лет назад работали и год назад представили брошюру под названием «Принципы стратегии экономического развития страны». И там, грубо говоря, мы тоже основная мысль принципов этой брошюры – это развитие кооперации. В данном случае мы имели в виду не кооперацию между предприятиями, а кооперацию между ветвями экономической власти. Если мы посмотрим на нашу налоговую политику, собственно, и на политику Центробанка, денежно-кредитную политику, и на внешнеторговую политику, мы увидим, что эти все политики и их стержни уходят корнями в те времена, когда определял нашу политику Чубайс, тот же самый Петр Авен. Они заложили принципы современной экономической политики, а эта экономическая политика, она абстрагируется от реального сектора. Налоговая политика нацелена на то, чтобы побольше денег собрать, не обращая внимания на нужды реального сектора.
Внешнеторговая политика была нацелена на вступление в ВТО и на удовлетворение условий наших западных партнеров. Денежно-кредитная политика, она тоже на борьбу с инфляцией нацелена и никак не нацелена на развитие реального сектора. На нужды, ну то есть вообще, когда руководители Центробанка говорят, нужны же дешевые кредиты для развития промышленности, для развития потребительских возможностей людей. Ну, она все это выключается, это вообще ее не касается, да. То есть это вот люди из времен Чубайса, Гайдара и Авина. И вот мы говорим, и вот мы сегодня даже видим, вот Минпромторг – это министерство, которое постоянно в контакте с промышленностью. Это абсолютно нельзя сказать ни про Центробанк, ни про Минфин, ни про Минэкономразвитие. Вот я участвую, я министра экономики вообще в глаза не видел, хотя я руковожу Ростельмашем 23 года, да. И даже я не знаю, как он живой, реально нынешнего министра не видел. Ну, Набиуллину видел как-то, но живем в разных пространствах абсолютно. Вот, и поэтому нужна вот эта самая кооперация между промышленностью и экономической политикой, между различными ведомствами. Если будет такая кооперация, то будет у нас и движение вперед. И, собственно, как вот у нас выглядит, ну вот, что это значит на практике? Процентов 20 вот этих самых компонентов по состоянию 1,5 года назад мы покупали в странах Запада. Коробки передач, там, подшипники, программное обеспечение. Последние больше уже года вся ситуация толкает нас к тому, чтобы отказаться от глубокой кооперации со странами Запада и толкает нас к тому, чтобы развивать здесь или находить партнеров в дружественных странах. Анализ показывает, что продукция, любой компонент, вот любой, произведенный в Китае на 30% дешевле, чем произведенный этот же компонент в России. Потому что там НДС, например, не 20, а 13%, потому что в Китае кредиты для промышленных предприятий не 10, не 15, а 1% годовых. Потому что там электричество дешевле там, и так далее по всему спектру этих вот вопросов. И можно эти примеры перечислять десятками. Вот нам цена металла для Россельмаша определяется в Лондоне, да? Вот это заложено вот этими самыми Авином и Чубайсом, что мы должны жить, цену, вот липецкий металл Ростельмаш покупает по ценам, которые определяются в Лондоне. Не себестоимость производства в Липецке или где-то там, в Череповце, да, или на Магнитке. Нет, в Лондон. И эта цена в 2 раза выше и даже больше, чем цена, которая была бы справедливой и определялась бы себестоимостью. А Китай живет по-другому. Там металл гораздо дешевле достается машиностроителям, чем достается российским машиностроителям. Поэтому бульдозер, привезенный из Китая, продается на 30% дешевле, чем бульдозер, который произведен в России. Вот, и когда мы говорим кооперация, вот Ростельмаш сейчас, последний год назад активно в стрессе были, мы все искали новых поставщиков гидростатических трансмиссий, сотни наименований. В России, еще раз, если они даже есть, эти производители, то плюс 30% по цене. А Китай, пожалуйста, берите. И эта кооперация между нашими предприятиями, этот вопрос повисает в воздухе. Тем не менее, мы, конечно, движемся. Есть фонд развития промышленности, есть какие-то гранты на развитие комплектующих, есть меры поддержки, нацеленные на локализацию производства здесь. Спасибо Минпромторгу, опять же. То есть движение вперед есть, но оно не такое активное, комплексное, как должно было быть. Кстати, завтра открывается форум Евразес, съезжаются руководители стран нашего экономического союза. Там тоже будет обсуждаться кооперация. И в частности, мы, как наш Совет по промышленному развитию от ТПП, предложили туда такую меру, как запустить механизм субсидирования кооперационных проектов. То есть, если предприятия из 2, из 3 стран нашего Союза что-то затевают, строят какое-то производство, то должно быть софинансирование из бюджетов этих наших стран. Вроде уже деньги нашли, вроде движение вперед есть, но если бы снизили налоги, если бы денежно-кредитная политика выглядела бы более теплой и дружелюбной, то, может быть, и не надо было бы находить эти деньги и как-то их распределять.
Вот. Но тем не менее, еще раз, мы движемся вперед. Очень рад, вот сегодня пройдусь по выставке «Металлообработка». Все это нацелено на кооперацию и работу ТПП здесь. Ну, я с удовольствием участвую. Всем вам спасибо за внимание. Большое спасибо, Константин Анатольевич. Ну вот Константин Анатольевич упомянул стратегию. Я хотел бы добавить, что она не просто готова, она обсуждалась и на уровне Минпромторга, и на уровне комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению промышленность. И была, в принципе, проработана и согласована, и предварительно одобрена. Поэтому я считаю, что мы должны вместе продвигаться вместе с Минпромторгом.